Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Абхазии появится единый центр обработки данных. В оборонном ведомстве подвели итоги подготовки войск за март. Единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны рекомендует произвести Госкомиссия по подготовке и проведению праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прошло очередное заседание Госкомиссии под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Джансуха Нанба. Участники заседания ознакомились с представленным Министерством просвещения планом мероприятий, основные из которых пройдут 9 мая. Это возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в Сухуми, парад Победы, праздничный концерт и фейерверк. В предпраздничные дни планируется проведение различных конкурсов среди школьников, первенство школьников по различным видам спорта, республиканская спартакиада школьников по 14 видам спорта. Члены комиссии также рассмотрели и одобрили планы мероприятий праздновать Дня Победы по районам Абхазии. 14 мая, в день рождения выдающегося государственного деятеля, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Ахц-Апша первой степени Владислава Арзенба, в Абхазском драмтеатре состоится торжественное заседание. Утвержден план мероприятий в честь 80-летия со дня рождения Арзенба. В юбилейный год будет издан сборник трудов Владислава Григорьевича. В АГУ планируется научно-практическая конференция «Роль Владислава Арзенба в становлении государственности Абхазии», а также цикл лекций и семинаров «Историческое наследие Владислава Арзенба». В школах республики пройдут открытые уроки, классные часы и конкурсы. Более 20 мероприятий оперативно-мобилизационной боевой подготовки с участием активных групп силовых структур были проведены в течение этого месяца Минобороны Абхазии. В оборонном ведомстве подвели итоги подготовки войск за март месяц. Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности министра обороны генерал-полковника Владимира Ануа. В мероприятии приняли участие начальники управления и командиры воинских частей. Всего за март месяц проведено более 20 мероприятий, из них учений и тренировок, в том числе охватывающих стратегические и оперативные уровни управления вооруженных сил 7. В ходе их проведения активное участие принимали оперативные группы силовых структур, это уже у нас традиционно, а также решались частные задачи в интересах действия штабов и войск нашей армии военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации. В ходе подготовки штабов и войск мы по-прежнему уделяли особое внимание действиям в ночных условиях, отработке нестандартных, неожиданных для вероятного противника приемов и способов действий войск, повышение их маневренных возможностей, а также способности в сжатые сроки вывести войска из-под удара вероятного противника. Хороших результатов в подготовке войск добились коллективы, которыми командуют генерал-лейтенант Авицба и генерал-лейтенант Гумба, а также полковники Квициня, Дармава, Любовский, подполковник Ахуба. Товарищ министр обороны, заметных результатов добивается и коллектив, которым командует заместитель министра обороны генерал-лейтенант Парцхол Аглы и полковник Мужба. Принятое решение по созданию такого коллектива оправдано. Хороших результатов и добиваются также наши молодые подчиненные командиры, старший лейтенант Аджинжал. В современных, особенно будущих военных конфликтах, особую роль играют и будут играть высокотехнологичные средства поражения. В этом месяце мы провели ряд экспериментов технических. Товарищ министр обороны, получен положительный результат, он нас радует. И, конечно, мы будем использовать в дальнейшем для наращивания потенциальных возможностей наших вооруженных сил. Кроме того,
В текущем месяце, товарищ министр обороны, отработаны вопросы повышения боевой готовности и существенного повышения управления войсками. Разработаны все необходимые документы и заложены в установленном порядке. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС и погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный плановый рейд вдоль береговой линии акватории Сухума. Была произведена проверка маломерных судов на предмет наличия разрешительной и технической документации в рамках норм безопасного судовождения, сообщает пресс-служба МЧС. Проверка не выявила каких-либо серьезных нарушений. Доступность, оптимизация работы, цифровизация и электронное правительство. В Абхазии появится единый центр обработки данных. К созданию центра уже приступили специалисты Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. О пользе подобного проекта и о ремонтных работах расскажут наши корреспонденты. Репортаж Гугусы Вардания. Вот уже 2 года специалисты Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию трудятся над созданием единого государственного центра обработки данных. Задача не из легких, ведь главная цель – формирование системы хранения, использования, а также защита государственных информационных ресурсов. Позади меня виднеется телевизионная вышка, ну а наша съемочная находится на крыше городской телефонной станции. Именно здесь, на 2-м этаже, расположится центр обработки данных. Естественно, здание находилось в плачевном состоянии, можно сказать, потому что где мы сейчас находимся, на этой кровле, этой крыше, в принципе, она не функционировала, полностью протекала. Во время дождей вода достигала первых этажей здания. Естественно, вначале была отремонтирована данная кровля, полностью была заменена старая поверхность, и вы сейчас видите, в каком она сейчас состоянии находится. Выбор пал именно на это столичное здание, потому что оно прочное и безопасное. Это то, что нужно для создания такого важного объекта. Ведь ЦОД – это сооружение, в котором установлено серверное и сетевое оборудование для надежного и безопасного хранения данных, оцифрованные архивы и документы, базы коммерческих и государственных структур, персональные данные пользователей цифровых сервисов. Он обеспечивает бесперебойную работу серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных. ЦОД, который появится в Абхазии, будет играть ключевую роль в цифровизации государственных услуг, обеспечивая доступность и оптимизацию работы. Кроме того, подобная система способствует развитию электронного правительства. Это способ предоставления информации и оказания государственных услуг, не выходя из дома, гражданам, бизнесу, другим ветвям власти и госслужащим. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию сегодня занимается строительством центра обработки данных согласно постановлению Кабинета министров. Это среднесрочная программа, которая рассчитана на 3 этапа и на 3 года. Для чего это все необходимо для нашей страны, для нашей республики? Это будет ядром для цифрового развития нашего государства. Я даже могу сказать, что сердцебиение цифрового развития будет именно в том помещении, где будет работать центр обработки данных. Сегодня в отсутствие ЦОДа какие-то элементы цифрового развития нашего государства, они все равно есть, они работают. Это, например, электронно-цифровая подпись, казначейская программа. На данный момент, занимаемся... Создана специальная комиссия, есть постановление Кабинета министров по созданию электронного документа оборота в стране. Это тоже являются элементами цифрового развития, поэтому это очень важно для нас. В роли генерального подрядчика выступает компания «Система». В прошлом году отгородили часть помещения, возвели перегородки стен, построили машинный зал центра обработки данных, энергосчетовое помещение, комнату дежурной службы, а также комнату отдыха для обслуживающего персонала. В машинном зале установлена система холодного коридора, состоящая из 10 телекоммуникационных шкафов.
Это система холодного коридора, то есть, как вы наблюдаете, сверху поступает охлажденный воздух, поступает в этот коридор и непосредственно уже на телекоммуникационные шкафы для охлаждения работающего оборудования. Данная система позволяет оптимизировать охлаждение этого оборудования с наименьшими затратами по электроэнергии. Данный экран после ввода в эксплуатацию позволит в режиме онлайн наблюдать за всеми параметрами, за всеми датчиками, установленными в этом коридоре. Это датчики влажности, датчики температуры и датчики напряжения. Уже смонтирована система кондиционирования, газового пожаротушения, охрана пожарной сигнализации. В энергощитовом помещении выполнен монтаж шкафов водно-распределительного устройства. В рамках строительства ЦОД предусмотрены 2 плеча питания. Это позволяет нам обеспечить, как мы знаем, все телекоммуникационное оборудование обладает 2 блоками питания. Соответственно, 2 плеча питания позволяют обеспечить бесперебойность работы, несмотря на все проблемы с электричеством, а для нас это очень такая наболевшая и избитая тема. Соответственно, 2 плеча питания, 2 дизель-генераторные установки позволят обеспечить бесперебойность работы 24/7. Мы сейчас находимся в помещении, сделанном для дежурной смены, которые имеют возможность помимо контроля в будущем на установленном оборудовании всех параметров работы машинного зала, с помощью визуального контроля мониторить непосредственно все происходящее внутри серверного помещения. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по ремонту помещения дизельно-генераторных установок. Выполняются строительно-монтажные работы по ремонту коридора, ведущего к центру обработки данных, а также запланирован частичный ремонт помещений, где планируется разместить IT-персонал. В штатной структуре предусмотрено 25 человек. Самая большая проблема на сегодняшний день – это квалифицированные специалисты, которых не так легко найти. К сожалению, у нас стоит такая проблема, но ведутся работы. У нас уже есть несколько человек на определенные должности, и мы занимаемся поиском соответствующих квалифицированных специалистов. У нас еще есть время для этого. Я думаю, что мы сможем подобрать сюда штат, необходимый для функционирования данного объекта. Также сейчас выполняется и основная задача – обеспечения ЦОД коммутационным и серверным оборудованием, поставка которого ожидается уже в следующем месяце. Хотел бы подчеркнуть несколько моментов. И вот то, что касается поддержки со стороны правительства страны, Министерства финансов, была оказана огромная помощь и поддержка. Они нам на всех этапах нашей работы помогали, оказывали помощь, подсказывали. Министерство экономики, отдельную благодарность хочу выразить депутатам парламента. Они смогли нас выслушать, понять и оказали поддержку. Большое им огромное спасибо за то, что они нам поверили и оказали такую помощь. Открыть единый центр обработки данных планируют в конце декабря текущего года. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Решением Сухумского горсуда экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агарба приговорен к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества. Он обвиняется в хищении с использованием служебного положения. Надир Джинал, который проходит с Агарба по одному делу, осужден на 6 лет тюрьмы общего режима с конфискацией имущества. На основании части 3 статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия по совокупности преступлений, предусмотрено частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия, путем частичного сложения назначенных наказаний Агарба Гудису Эдуардовичу окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Агарба Гудиса Эдуардовича, 16 сентября 2022 года отменить и взять его под стражу в зале суда.
Срок наказания исчислять с 28 марта 2025 года. Зачесть в срок отбывания наказания Аграба время его содержания под стражей в период с 20 апреля 2022 года по 16 сентября 2022 года включительно. Из расчета 2 дня нахождения под стражей за 3 дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также время его содержания под домашним арестом в период с 17 сентября 2022 года по 28 марта 2025 года включительно из расчета 1 день нахождения под домашним арестом за 1 день отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Джанал Надира Ривазовича признать невиновным и оправдать его по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32, части 4 статьи 157 по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. На основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Республики Абхазия в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним в этой части право на реабилитацию. Признать Джанал Надира Ривазовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия по эпизоду, связанному с приобретением звукового оборудования, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 28 марта 2025 года. Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Джанал Надира Ривазовича 26 апреля 2022 года, отменить. Исковые требования Министерства культуры Республики Абхазия оставить без рассмотрения, с признанием за потерпевшим права на обращение с данным иском в порядке гражданского судопроизводства. По результатам проведенной процессуальной проверки по факту получения телесных повреждений гражданином Белозеровым, имевших место в городе Гагра 13 марта этого года, Следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело. Вся информация на официальном сайте МВД. У 2 граждан изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие. Далее оперативная съемка МВД. 2 факта незаконного хранения огнестрельного оружия выявили сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в городе Гудаута. Пистолет системы Макарова, переделанный кустарным способом, из захолощенного в боевой, а также боеприпасы к нему сотрудники УР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД изъяли у жителя столицы Габлия Бесика Зурабовича, 1982 года рождения. По данному факту в отношении гражданина Габлия по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Аналогичное преступление вменяется жителю города Гудаута Гамисоне Адаму Адгуровичу, 1998 года рождения. Последний незаконно приобрел и носил при себе револьвер кустарного изготовления с боеприпасами в барабане, который изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД. Вышеназванные граждане на время предварительного следствия ограничены подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование в рамках возбужденных уголовных дел проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба выступит на 6-й международной конференции русских театров зарубежья, которая будет проходить в Санкт-Петербурге со 2 по 5 апреля. Конференция посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ней примут участие ведущие театральные деятели России, представители русских театров зарубежья, государственных и общественных организаций.
С 30 апреля снова начнут курсировать автобусы из Адлера в города Абхазии по единому билету. Маршрут будет действовать до конца сентября. Путешественники смогут добираться на курорты Абхазии удобным комбинированным способом. Сначала на поезде до Адлера, а затем на автобусе до нужного города. Автобусы будут отправляться ежедневно с 30 апреля по 30 сентября в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. А в завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии облачная погода. В субботу ночью и во второй половине дня возможен слабый дождь. В воскресенье дождь, гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.